Вот, например, в первый класс пошли 50 человек. Это невозможно. Как можно вообще? Можете сказать, сколько учеников у вас в классе? 53. Побольше кабинет 4. Я бы хотела. А вы за партой по 2 человека сидите? В середине и справа мы по 2 сидим, а слева по 3. Так, наша школа построена в 1981 году и рассчитана на 980 учащихся. Но в данный момент обучается 3638 учащихся. И самое меньшее количество учащихся – это 45. Самое большее – это 60-61. Правда, за партами сидят по 3 учащихся. Просто мест нет. Ну, в прошлом году, когда мы поступили, было где-то 45 детей, 45-46. В этом году сын говорит, что у них есть новенькие. Ну, с учетом новеньких, скорее всего, уже где-то 48-49 детей. Ну, точной информации нет, но около 50 это точно. Вот он вчера буквально мне сказал, что некоторые дети садились уже по 3 за партами. И учитывая то, что сейчас ближется сезон именно вирусных заболеваний, я считаю, это очень даже много детей в классе, нечем дышать, и я думаю, они будут чаще болеть. 8 класстагы баламдын окуучулардын жалпы саны 48, 5 класста 53. Бул толук кандуу мугалим билим жеткирип атабы, билим бере алып атабы, ошол 45 мүнөттүн ичинде. Мына ушул көйгөй болуп атат. Баламдын классында 3төн отурушат, сөзсүз 3төн отурушат. 48. Многовато, конечно. Ну, преподаватель великолепный, она все успевает. Я вот поражаюсь. Прекрасно отношусь. Значит, у нас больше народа. Больше чего? Народа больше. Это же прекрасно. Биринчи кызым 6 класста окуйт, 5 жылдан бери окуйт да. 65-кыл киргизгенмин да. Анан 3төн отурушуп, кээде отурбай калат эле, стульчик жетпейчи. Подоконникте отуруп, же путуна коюп жазып, анан кийин кызым экинчи кызым да 1 класска келди, 62-кыл киргизди. Так, в начальной школе у нас 971 учащихся. Вот на этот учебный год. Что касается первых классов, то в первом классе у нас 7 первых классов. Во всех классах по 40 учеников, в одном классе 30. Ну, я думаю, в связи с тем, что школа центральная, школа статусная, естественно, набор детей у нас всегда такой вот. То, что сейчас проходили родители и говорили о том, что по 48 детей, да, есть такие классы, где сидят по 48 детей. Это во вторых классах. Надо строить школу новую, корпуса, может быть, новые корпуса. Вот здесь есть место, может быть, корпус построить здесь. И раскидать их. Тогда будет, наверное, такое количество, которое нужно, понимаете? Кадам сайын карасаң, үйлөр түшүп атат. Биз башка нерсени айтпайлы, ресторандарды айтпайлы. Кадам сайын карасаң, жаңы үйлөр түшүп атат, домдор түшүп атат. Менин сунушум ушул кыргыз бизнесмендер менен иш кылса, ошолорго мектеп салдыртса, кандайдыр бир жол жобосун тапса, ошолорго дагы пайда түшө турган, анан биздин келечек муундарга да пайда түшө турган ушундай сунуш айтарлы. За 30 лет независимости вообще ни одной школы не было построено. Это я не виню не то чтобы школу, я виню наше правительство, президента конкретно, всех президентов. Я уже даже отношусь к тому, что уже когда у моего братишки дети пойдут в эту школу, там будет по 70. Администрациядан өзүбүздүн эң биринчи суранганыбыз өкмөттөн ушул возможность болсо эң биринчи мектеп, балдардын билими керек. Ушул балдар келечек. Булар кандай билим алса, демек келечекте ошондой адам болуп өсүп чыгышат. В первую очередь всегда строится достаточное количество школ в нашей стране, улучшить качество образования за счет квалификации наших учителей, за счет заработной платы, увеличения, конечно. И чтобы деткам тоже было уделено внимание, потому что мы учимся здесь только в нашей школе только учеба и все.